Всем мир! Видео третье. Разберем инструменты кузнеца-оружейника. Первое – это, конечно, наковальня. Наковальню можно установить на пенек или сварной столик. У меня она установлена на песок, засыпанный в деревянный ящик, усиленный стальными хомутами. Верхняя крышка ящика не прикручена, а просто лежит на песке. Наковальня просто стоит сверху. Можно легко менять высоту наковальни, просто добавив песка. Это самый оптимальный вариант, поскольку он добавляет вес наковальни, и она не скачет по кузнице и позволяет пользоваться различными вилками для того, чтобы что-то там подогнуть. Высота наковальни чуть ниже пояса, чтобы при ударе кисть с молотком в нижнем положении была чуть ниже локтя. Должен образовываться угол около 45 градусов. Вес наковальни чем больше, тем лучше. У меня наковальня весит 110 килограмм. У наковальни обязательно должен быть рог для вытяжки и отверстие для установки инструмента. Свою наковальню я покупал новую в магазине, но можно найти и бэушную. Главное, чтобы плоскость лица наковальни была ровной, иначе у вас будут кривые упаковки. При выборе наковальни обратите внимание, чтобы она хорошо звенела. Мелкие вмятины нежелательны, но их поначалу все равно не получится избежать. Все эти следы потом впечатываются в заготовку. А у меня по этой наковальне стучат все, кому не лень. Хотел поставить вторую наковальню для чистовой правки, но сейчас просто равняю упаковки на прессе. Есть лайфхак, как убрать звон наковальни, о котором я снимал видео очень давно. Нужно просто установить два магнита от динамиков с торцов, и соседи будут спать спокойно. Техники работы с молотком в кузнице обучают сразу на первом занятии, поскольку это важно для того, чтобы не уставать и не получать травмы. Я могу ковать хоть по 8 часов не уставая, хотя с возрастом тоже уже начал получать травмы от длительной однообразной работы. Есть такая крайне неприятная болезнь теннисиста, очень долго проходит. У меня локоть так до конца и не восстановился и побаливает уже 5-й год. А основной смысл и секрет в инерции удара. Эту энергию сложно остановить, даже прижимая молоток двумя руками. Если поднять руку с молотком, а потом просто отпустить в свободное падение, то произойдет отскок от детали. Далее нужно просто удержать молоток в вертикальном положении и добавить вверх в отскок еще 5-10% своей энергии. А после просто расслабить руку. Потребуется некоторое время, чтобы поставить удар. Удар бывает 3 типов. Плечевой – самый мощный, когда работает только плечо. Второй – локтевой, когда работает только локоть. Это самый частый вид удара. Третий – кистевой, самый слабый, когда работает только кисть. Он используется для мелких работ. Самое важное при этом добиться изоляции этих 3 типов ударов и не включать в работу спину. Спина всегда должна оставаться прямой. На самом деле это только звучит просто. Сколько людей не приходило ко мне в кузницу попробовать, то после нескольких часов ковки на следующий день у них болело все тело. Так что держите эти правила в голове, и все получится со временем. Еще важно подобрать для каждого вида удара подходящий молоток. У меня есть молотки весом 5, 3,5, 2 и 0,5 килограмма. Далее зависит от участка рукояти, за который вы держите. Чем ближе, тем легче. Чем дальше, тем сильнее удар. Так что любым молотком возможно работать, даже самым тяжелым, просто изменяя расстояние руки от бойка. После травмы мне удобнее работать с молотком, который я сделал сам. Он весит 2 килограмма. Видео, как его сделать, есть у меня на канале. До этого я работал с молотком побольше, 3,5 килограмма. В общем, сам боек молотка проще купить, чем делать самому. Купите обычную кувалдочку и обрежьте ее так, как вам нравится. Ручку лучше насадить самому на резину по методике Виктора Кузнецова. Посмотрите мое видео, как сделать молоток, и такая рукоять будет работать вечно. Все покупные молотки разваливаются в течение нескольких недель работы. Удобно, когда молоток имеет с одной стороны плоский боек для выравнивания, а с другой стороны острый для вытяжки. Это позволяет работать двумя сторонами, не меняя инструмента.
Вся вытяжка ведется острым бойком. Поперечный боек для вытяжки в длину, продольный боек для вытяжки в ширину. Одного поперечного бойка на практике более чем достаточно. Поскольку меняя угол удара, можно регулировать вытяжку как в длину, так и в ширину. Но почему-то все магазинные молотки имеют бойки с продольным расположением, что в нашей работе неудобно, так что придется пилить. Следующий необходимый инструмент – это клещи. Обычно кузнецы подобный вспомогательный инструмент делают самостоятельно, поскольку он нужен для тех заготовок, с которыми вы непосредственно работаете. Самый подходящий материал для изготовления клещей – это арматура. Стандартные клещи не всегда вам подойдут. Они обычно рассчитаны на кругляк или квадрат, или полосу определенного сечения. Поэтому рекомендую клещи сделать самостоятельно и не тратить на них деньги. Заодно отработайте основные кузнечные навыки. Видео, как сделать клещи, тоже есть у меня на канале. Нам нужны для работы 3 типа клещей. Первый для начальной работы с кругляком или толстым прямоугольным прокатом. Мне удобны вот такого типа, с круглым внутренним захватом и острыми концами, что позволяет зажимать как круглую заготовку и работать на торец, так и уже более плоскую. Второй тип для работы чисто с полосой. Третий тип клещей для работы с хвостовиком и кончиком, непосредственно из полосы. Основная цель клещей – это держать заготовку в таком положении, чтобы было удобно ковать и чтобы заготовка не отлетела вам в лоб. Для этого губки клещей должны перекрывать заготовку по направлению удара. Еще понадобится хотя бы одна болгарка или отрезной станок и тиски. Болгарка нужна на 230 диск или на 125. Чем выше мощность болгарки, тем лучше. Слабенькие китайские болгарки или вот эта Makita на аккумуляторе очень сильно тратят диски из-за низкой скорости. Итак, в итоге получается, нам нужна только наковальня, молоток, клещи и болгарка. Это самое необходимое для кузнеца-оружейника.